Эта российская шовинистическая идеология до сих пор вызывает восхищение у всех российских либералов. Приняв политику умиротворения и терпя Путина, Запад, к сожалению, воспитал монстра, который сегодня угрожает всему миру ядерной кнопкой. Ну и что дальше? Как мы справляемся с кризисом в Восточной Европе? Запад должен осознать, что для достижения долгосрочного прочного мира в регионе он не может просто замести Чечню под ковер, как он это делал последние 30 лет. Да, Советский Союз распался, но империя зла не распалась именно потому, что Запад убедил Украину подписать меморандум 1994 года и не признал независимость, провозглашенную Чечней и Татарстаном. Запад совершит ту же ошибку, если продолжит прислушиваться к российским либералам, желающим спасти Российскую империю. Пришло время Западу изменить свою политику в отношении оккупированной Чечни и Кавказа. Пришло время последовать примеру Украины и признать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Правительство Чечни в изгнании тесно сотрудничает с властями Украины и готово сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Нам нужна дипломатическая и политическая поддержка Запада, а также финансовая поддержка. Наши возможности очень ограничены, учитывая тот факт, что нам не хватает средств. Мы не можем мобилизовать наши силы, потому что у нас нет средств. Могу вас заверить, что как только мы получим поддержку Запада, лучшего союзника, чем Чеченская Республика Ичкерия, он не найдет. Еще Толстой говорил, что чеченцы – лучшие друзья и злейшие враги. Мы поддерживаем Соединенные Штаты Америки, мы поддерживаем Украину,